Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наш сегодняшний ролик о передержках, о нашем житье. Всю осень я решала вопрос, куда размещать собак, куда их перевозить. Из-за долгов перед передержкой, из-за корма возникли жуткие конфликты. Вся эта нервозная обстановка, которая останется за кадром, вышибает почву из-под ног. Спасения останавливаются. Спасать других собак нет смысла, если не можешь помочь своим. Обстановка в Якутске накаляется, отлавливают нещадно всех, многим жить до января. Градусы опускаются ниже к 40, а я варюсь в долгах. Если будут долги и за корм, то кормить хлебом, это значит, они распухнут, а вы будете думать, как хорошо, что они упитанные. А на деле нам просто перестанут поставлять корм. Друзья, не описать всех ужасов, которые я проживаю ежедневно. Если нет денег за корм, значит не купить и другие важные необходимые препараты, лекарства, глистогонки. Но больше всего гнетут долги за содержание, включая корм и электричество. Я утопаю в долгах. И вот тернистым путем после сдачи анализов на титры 2 десятков собак очередных смогли перевести хотя бы 8 собак на другую передержку. Это якутские узники ППЖ: Тростинка, Кай, Ириска, Дэн, Стив, Боб, Плюша, Хася. Перевезла, но их же надо тоже оплачивать. Передержка хорошая, активная, море внимания, заботы, выгулы, все на связи. Все, мы вышли гулять все с ошейниками, всем одели ошейники. Все, одного только был. Вот это проверить ошейник нет, но сейчас ему оденем. Так, этим всем одели ошейники. Все, мы гуляем. Толстушечка у нас отдельно в доме. Сейчас на прогулке, и потом покажем вам зданица. Все носятся, ошейники с трудом одевали некоторые. Ты мой хороха. Но без оплаты на этой передержке мы тут долго не продержимся. Это было оговорено сразу. На эти деньги покупается корм, опилки, солома, свет и все обработки. Мне надо и других перевозить собак. Если мы будем оплачивать, я буду показывать вам, как они живут. Но долги у нас по всем передержкам. И так хочется закрыть старый год без долгов. И еще раз напомню, долги влияют на спасение новых. Точнее, спасений не будет. Не спасу новых из ада, а времени у собак до января. Времени очень мало у смертников, дни которых сосчитаны. Помогите, помогите, кричу я, закрыть долги. Все передержки хотят купить корм, пока до Нового года он по старой цене. А значит, надо оплатить передержки, чтобы что-то делалось для собак и покупался корм. Помогите, друзья, я вас очень-очень прошу. Этот ролик мы посвящаем сбору на оплату передержек, долгов и корма. Друзья, карта Озон моя заблокирована. Не отправляйте туда деньги. Небольшие ваши переводы они расценили как мошенничество. Обидно, что они даже не разбираются. Так проще повесить статус мошенников. Остается карта Тинькофф, и если Сбер, то в личку. Кто попросит, тому напишу. Так, кто у нас? Мы не должны драться, мы должны жить все дружно. Так, окно вот это еще подзакрою. Нижний я подзакрыла. Выгульник такой у меня был для котов. Вот у нас будет такая комнатка. 8 метров здесь. 8-9 вот они у нас. Кроме Плюшечки. Леха, он уже с ними гулял, уже подружился. Все. Они уже ели, второй у них завтрак. Помещения теплые. Так что у меня тут в соседних комнатах живут коты, и на втором этаже тоже. Это комната для них, чтобы нам их выводить, выгуливать. Я думала, через это окошко, которое сейчас закрыла. Но посмотрим, если научатся гулять, то мы будем выгуливать там. Друзья, сегодняшний короткий ролик с огромной просьбой и криком души. Помогите оплатить долги. Долги – это все жизнь собак. Имея долги, я не спасаю других. Не спасать других, значит, будет больше смертей. Или мы уже смирились с этим. Долги не погасятся одним днем. И другие собаки тоже не спасутся одним днем. И времени у нас до Нового года не остается. Неужели все погибнут на Рождество, как было в прошлом году?
В прошлом году в декабре я успела спасти 60 собак. Многие уже в семьях. А в этом году одни долги. Вот настолько был тяжелый год. Помогите, друзья, пожалуйста, помогите этим несчастным узникам из Якутска.